Полноценно рассказать о том, что с ним случилось, 18-летний Ярослав решается только сейчас, когда ему ничего не угрожает. Он находится под пристальным наблюдением медиков, да и в гости к нему вместе с журналистами пришли те, кто в трудный момент протянул руку помощи. Как ты себя чувствуешь, расскажи? Да нормально. Готов к выезду? Конечно. Это только с виду Ярослав создает впечатление здорового человека. На самом деле у него сложный диагноз. Он не умеет читать, писать и ориентироваться в пространстве. Но несмотря на подобные проблемы, это не помешало семейной паре опекунов из Краснодарского края бросить его одного в Абхазии без документов и уехать. Да. Вы пересекли абхазскую границу? Да, потому что просто ночью выкинули и все. Я их сильно боялся. Геннадий мог руку поднять, как и там, дома у нас. Позже такой жестокий поступок с человеком, которому требуется постоянный уход и прием медикаментов, следователи квалифицировали как оставление в опасности. Сыщики уверены, опекуны не могли не понимать того, что они делали. Они потребовали, чтобы их подопечный покинул автомобиль и уехали, оставив его в опасном для жизни и здоровья положении, и не предпринимали никаких мер к установлению его местонахождения. Однако Ярослава на дороге обнаружили местные жители и вызвали полицейских. Абхазские правоохранители передали его своим сочинским коллегам. В отделе выяснили, что молодой человек достиг 18 лет, поэтому формально он дееспособен и никакие опекуны ему не нужны. Выйдя из полиции, Ярослав кое-как нашел работу, вместе с которой предоставляли жилье. Правда, и там его обманывали и недоплачивали. В этот момент у него и появилась новая знакомая, которая решила ему помочь. Он приходил в магазин за покупками. И сначала это было «здравствуйте» и «до свидания». А потом он пришел, у него была рука повреждена, взяла за руку, повела, потому что я знала, что сам он в эту больницу не попадет. После Елена решила приютить Ярослава у себя и попыталась найти его родителей, чтобы забрать документы и личные вещи. Женщина обратилась за помощью в прокуратуру. Сотрудники выяснили, что молодого человека в 16 лет взяли из интерната под опеку. Как только ему исполнилось 18, вывезли за границу. К тому же незадолго до этого со счетов Ярослава сняли все накопления, полагавшиеся ему от государства. В рамках расследования дела также будет установлено, куда делись 1,5 миллиона рублей. Денежные средства, которые находились на счете у ребенка. Приемных родителей Ярослава очень хорошо знают в районе. Геннадий и Елена Пожидаевы воспитывают более 10 приемных детей с особенностями развития и всячески пытаются создать образ примерной и хорошей семьи. Правда, общаться со СМИ не горят желанием. Нас уже полили грязью и очень сильно. Не хотим. Ну а из-за чего все вот это произошло? Ребята, давайте без комментариев. Есть правоохранительные органы, у них есть вся информация. Теперь следователи вместе с прокурорами проверят условия, в которых живут и остальные дети, а супругам Пожидаевым уж точно придется отчитаться за каждую копейку от государства, которую они по закону должны были потратить на детей с ограниченными способностями. Ярослав уже идет на поправку. В ближайшее время врачи планируют выписать его из больницы. Оттуда он отправится в новый дом, к Елене. Женщина заявила, что ее не пугает диагноз молодого человека. Она готова ухаживать за ним и помогать адаптироваться в обществе. Сергей Потяков, Михаил Власенко и Валентин Любимов, телекомпания НТВ, Краснодарский край.